На 9% выросло число погибших при пожарах в Башкортостане с начала этого года в сравнении с тем же периодом прошлого года. Огонь унес жизни 70 человек, в том числе 3 детей. Где кроется опасность, поговорим об этом прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня вместе с нами Павел Сабитов, государственный инспектор Республики Башкортостан по пожарному надзору. Павел Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что нам говорит статистика? Расскажите, пожалуйста, что вы видите, какую картину? На сегодняшний день у нас в республике произошло 1260 пожаров, и наблюдается по пожарам небольшое снижение, но в то же время при пожарах погибло 70 человек. Здесь у нас наблюдается небольшое увеличение, точнее на 9%, как вы сказали, или на 6 человек, и, к сожалению, 3 детей мы потеряли. И травмировано при пожарах 54 человека. Ну, основные причины у нас традиционные остаются. Это неосторожное обращение с огнем граждан, это неправильная эксплуатация электротехнического оборудования и отопительных печей. И также необходимо сказать, что вот места возникновения у нас опять же идут, это в основном жилые дома и надворные постройки. Если говорить об условиях способствующих, то у нас, наверное, более 50% это люди погибли в состоянии алкогольного опьянения, либо в состоянии сна. Вот. И социальное положение погибших говорит нам о том, что практически 40-45% в огне гибнут это пенсионеры пенсионного возраста, либо безработные. Ну, то есть те люди, которые у нас в принципе находятся в таком, можно сказать, в социальном риске. Зная о том, где кроется опасность, какие меры нужно предпринять и о чем должны знать наши телезрители и жители республики? Ну, если говорить о частном доме, ну, естественно, это элементарное правило, элементарное требование пожарной безопасности. Если мы говорим о доме на селе, это, соответственно, ну, как правило, у нас большая часть это отапливаются печи. Ну, конечно же, сейчас у нас уже весна, но мы уже неоднократно об этом доводили информацию по всем средствам информации, которые могли. Это, конечно же, правильная эксплуатация печей. То есть должен быть притопочный лист, не должно быть трещин, она, соответственно, должна быть побелена. Если вкратце говорить об электротехнических установках, ну, конечно, это нужно ревизию проводить как любого инструмента, соответственно, чтобы проводка не перегружать, потому что очень многие начинают, особенно в отопительный сезон, перегружать электропроводку, применять не заводского изготовления, то есть кустарное изготовление электрообогревателя. Вот, и вследствие вот этих всех вещей у нас и происходят пожары. Что касается многоквартирных домов? Многоквартирные дома, у нас, наверное, тоже со статистики начну. У нас в республике произошло 299 пожаров в этом уже периоде в многоквартирных жилых домах, в которых погибло 17 человек, и вот в том числе 1 ребенок. Ну, наверное, можно сразу, обозначить тот пожар последний, который у нас произошел на Ферина. В Уфе? Где у нас трое человек погибло, и, к сожалению, 1 ребенок. Какие обстоятельства вот этого происшествия? Люди погибли, в принципе, не от воздействия самого пожара. 2 человек находились вообще на другом этаже. Они погибли от опасных факторов пожара, то есть задохнулись. Угарный газ? Да. Ну, не угарный газ, это немножко неправильно. Да, то есть это от дыма. Продукты горения. Продукты горения. Ну и также здесь способствовало, что люди просто не смогли вовремя оповеститься, вовремя покинуть помещение. Ну, случилась такая трагедия. Никогда не будет лишним напомнить еще раз правила безопасности. Озвучите их, пожалуйста, Павел Юрьевич. Ну, если уж пожар случился, если говорить о частном доме, это, конечно же, надо в первую очередь быстрее покинуть помещение. Если есть дети, соответственно, вывести детей на улицу, взять теплые вещи. Если вы понимаете, что пожар можно на начальной стадии потушить подручными средствами, то есть это либо огнетушитель, либо водой, да, в крайнем случае это тот же самый земля из-под цветка, либо одеялом, конечно, можно потушить. Но ни в коем случае не стоит рисковать, если уже пожар получил какое-то развитие, не нужно рисковать своей жизнью и своими детьми, конечно, лучше эвакуироваться и сразу вызвать пожарную охрану. Да. Что касается многоквартирных жилых домов, здесь, конечно, свои особенности есть. Это многоэтажность, это больший путь эвакуации. Конечно же, если
сработала сигнализация, если вы почувствовали запах пожара, гари, это, конечно же, нужно эвакуироваться в первую очередь по лестничным клеткам. Ну, как правило, в многоэтажных домах это у нас незадымляемые лестничные клетки. Если же все-таки у вас уже путь эвакуации отрезан огнем, ну и такое бывает, то, конечно же, ну, в первую очередь, конечно, паниковать не нужно. Необходимо оставаться тогда в квартире, закрыть дверь плотно. И если есть балкон, конечно, выйти на балкон, обозначить себя, кричать, что попросить помощи, ну и, соответственно, вызов пожарную охрану. Если же балкона нету, то, соответственно, ну, как-то обозначите свое местоположение, вывесить какую-нибудь тряпку там в окно и так далее, чтобы понимали, что вы здесь. Ну, а лучше же, конечно, просто позвонить диспетчеру, пожарную охрану и оставаться на линии. Либо 112. Да, обозначить себя, что я нахожусь на таком-то этаже, в такой-то квартире, что не могу выбраться. Но ни в коем случае дверь не закрывать на ключ, для того, чтобы был доступ пожарных для вашего спасения. Ну, конечно же, все щели, все возможно, намочить тряпки, заткнуть все щели, потому что, в принципе, это преграда, дверь от дыма, и тем самым вы можете спасти жизнь. Павел Юрьевич, бывает очень много таких случаев, когда семья находится дома, начинается пожар, выводят часть членов семьи на улицу и возвращаются обратно. Вот стоит ли так делать? И если да, то какие меры безопасности можно принять или не нужно этого делать? Ну, это ни в коем случае нельзя делать. Если вы эвакуируетесь, это в первую очередь возьмите, надо взять просто с собой теплые вещи, основные документы, паспорт, и не размениваться на то, чтобы спасти что-то или так далее. Потому что, ну, зачастую у нас даже в республике и в том году были такие случаи, когда у нас подросток также обратно зашел в дом, хотел вытащить там какие-то вещи, ну и в итоге остался. Надо понимать, что у нас в современных квартирах, в современном жилье отделка вся идет, но она достаточно токсичная и горючая. И легко У нас воспламеняющаяся. очень много сейчас в нашей современной жизни бытовых приборов, которые также при горении выделяют токсичные продукты горения. И, в принципе, даже взрослому человеку достаточно одного вдоха, но уж ребенку тем более, чтобы потерять сознание и уже не выйти. Достаточно одного вдоха? Одного вдоха достаточно. Расскажите, пожалуйста, какие инструменты помогут обезопасить жилье? Ну, если говорить о жилье, у нас здесь единственный инструмент. Если мы говорим о многоквартирных, то есть, соответственно, у нас уже с 2003 года действуют требования, которые, в том числе квартиры, должны оборудоваться автоматической пожарной сигнализацией. В многоквартирных жилых домах также система противопожарной защиты, она достаточно емкая. Это и противодымная защита, это и внутренний противопожарный водопровод, это и система оповещения. Вот. Но, естественно, те дома, которые были ранее построены, систем сигнализации у нас нету. Но здесь это единственный выход, и очень хороший выход, это автономные дымовые пожарные извещатели, которые также применяются у нас и в частном жилье, в частных домах, так и в многоквартирных. И эта работа у нас в республике ведется с 2016 года. На данный момент это у нас уже 5 лет, эта работа ведется. Надо отметить, что мы одни из первых регионов, которые начали практиковать это согласно указу главы, который был первый указ. Автономный дымовой пожарный извещатель у нас оборудуется жилье граждан определенных категорий социальных. С каждым годом это у нас темп наращивается, добавляются новые категории. Допустим, вот в том году оборудовали жилища одиноких граждан 55 лет и более проживающих. Данные автономные дымовые пожарные извещатели практиковали, выдавали прямо в родильных домах вместе с набором, так сказать, грудничка. Вот. И на данный момент у нас уже в республике оборудовано жилище более 280 тысяч граждан. И необходимо отметить, что на сегодняшний день, за весь период работы вот этой программы, у нас уже спасено, благодаря срабатыванию этих извещателей, более 500 человек и более 200 детей из них. Поэтому, в принципе, здесь говорить невозможно, что хорошо это или плохо. Даже если мы спасем одну жизнь, она бесценна. Поэтому те, которые не попадают под программу бесплатного оборудования, и у кого есть возможность приобрести, это я также рекомендую всем жителям нашей республики. Это извещатель стоит не так дорого. Я вот как всегда сравниваю, это
грубо говоря, 2 пачки сигарет, либо купить извещатель. Но, как говорит статистика, он может вам спасти жизнь. Павел Юрьевич, последний вопрос. Вот сейчас будет потепление, весна начинается, да, где опасности здесь есть, тоже вот ваши рекомендации, пожалуйста, в связи с погодными условиями. Сейчас у нас идет активная подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду. Ну, естественно, здесь у нас опасность какая? Люди начнут выезжать на дачи, на шашлыки и так далее. Сжечь мусор. Сжечь мусор, который у нас запрещено. Ну, то есть есть определенные у нас ограничения по сжиганию. Вот. Напомните, пожалуйста, если коротко. Если коротко, то у нас сжигать на территориях населенных пунктов, вообще разводить костры запрещено. Вот. Есть определенные требования, если очень много обсуждали в силу вступления в новых правил противопожарного режима в Российской Федерации, очень много было обсуждений, но в том числе и на федеральных каналах, это уже главный госинспектор Российской Федерации эту информацию доводил. Шашлыки можно жарить, но есть определенные требования. То есть должно быть очищено место, расстояние от домов должно быть не менее 5 метров, соответственно, он должен быть в мангале, то есть закрытым. Ну, то есть элементарные требования соблюдать, ну, в принципе, и обезопасить себя, и в первую очередь и себя, и, как у нас правило, на дачах и так далее, соседи же. Здесь можно же еще и навредить не только себе, еще и третьим лицам. И нести потом ответственность за, не дай бог, случившийся пожар. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли к нам в программу интервью и рассказали обо всем подробно. Спасибо. Это была программа интервью в эфире главного телеканала Республики. Мы говорили о смертельных пожарах. Число погибших во время пожаров увеличилось в Башкортостане. Об этом мы говорили вместе с Павлом Сабитовым, государственным инспектором Республики Башкортостан по пожарному надзору. Берегите себя, смотрите БСТ. Все самое интересное в нашем эфире.